Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. В Якутии число выявленных банками фальшивых банкнот за год выросло на треть. К счастью, в цифровом, а не в процентном соотношении это не так много. Всего было выявлено 6 банкнот, имеющих признаки подделки. На 2 банкноты больше, чем годом ранее. Среди поддельных банкнот 5 фальшивых пятитысячных купюр и 1 1000-рублевая. Не разменивайте деньги незнакомцам. Всегда совершайте операции по приобретению и продаже наличной валюты только в официальных подразделениях банка. Не пытайтесь расплатиться подозрительными банкнотами, проверяйте самостоятельно известные вам признаки платежеспособности на ощупь, при наклоне банкноты, на просвет. Подозрительную банкноту следует отнести в коммерческий банк, где будет бесплатно произведена экспертиза этой банкноты. Если банкнота платежеспособная, не имеет признаков подделки, но ее по каким-то причинам необходимо изъять из обращения, эти деньги будут зачислены вам на счет. Банкноты, имеющие признаки подделки, будут переданы в подразделения правоохранительных органов. В этом случае деньги вам не вернутся. В социальных сетях обсуждают видео избиения молодого человека, предположительного причастного к распространению запрещенных веществ. Не ори лучше. На кадрах жертву ловит группа молодых людей, бьют гаечным ключом и пинают по голове. Он воет от боли. При этом в медицинские учреждения Якутска никто не обращался. По одной из версий на видео последствия нарковойн. Сразу 2 человеческие жизни оборвались в прошедшие выходные в разных районах Якутии вследствие распития алкоголя. Вечером 31 июля 2021 года в одной из квартир села Мая обнаружено тело 32-летнего мужчины с колото-резанным ранением в правой подключичной области. В тот же вечер в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, который пояснил, что удар ножом своему знакомому он нанес во время совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений к приятелю. Похожие истории разбираются следователи Следственного комитета в Ленском районе. 1 августа 2021 года в реанимационном отделении больницы скончался 25-летний мужчина, который был доставлен с колото-резанным ранением. Немного позже в Следственный отдел по Ленскому району явился 31-летний мужчина, который рассказал об обстоятельствах произошедшего. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с потерпевшим и нанес ему удар ножом. Мужчина задержан. 70-летняя бабушка провела 5 дней и 4 ночи в лесу. Она заблудилась в Хангаласском районе Якутии во время сбора ягод. Как сообщает паблик Хангаласский, бабушка рассказала, что вначале питалась собранными ягодами голубики. Воды не было, поэтому пила утреннюю росу с лесков растений. К 5-му дню у нее началось обезвоживание. Пожилую женщину спас благословенный дождь. Она набрала воду в ведерко и так смогла набраться сил. По пути бабушка жевала различные листы. Мошки и комары ее не донимали благодаря защитному плотному костюму. Больше всего женщина страдала от холода, ночью уже ощутимо прохладно. Она утеплялась листьями, подкладывая их под одежду. Из листьев же сооружала лежанку. Правда, ночью не спала, ждала вертолет. Спала днем, когда чувствовала себя в безопасности. Все это время не прекращались ее поиски силами полицейских, спасателей и волонтеров. Сейчас бабушка отдыхает, приходит в себя. На этом все. Берегите себя и близких. Доверяйте только проверенной информации.